11 февраля 2020 года поступило заявление от гражданки города Канаш о том, что 10 февраля 2020 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер 8495, зарегистрированный городом Москва, представившись сотрудником банка под предлогом отмены несанкционированного перевода денежных средств путем обмана, завладела реквизитами банковской карты ПАО «Сбербанк России» и похитила деньги в сумме более 30 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Всего один звонок, и вы рискуете остаться без денег. Неделю назад неустановленное лицо, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, используя находящиеся в его пользовании абонентские номера 8 495 152 01 89 и 8 495 152 01 83, осуществив звонок на абонентский номер гражданина, в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России», сообщила последней несуществующую в действительности информацию о попытке оформления кредита на имя гражданина в ПАО «Сбербанк». Далее, продолжая свои преступные действия, неустановленное лицо путем обмана под предлогом пресечения незаконных действий по оформлению кредита попросила сообщить номер своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк», и комбинацию цифр, которые являются паролем, предоставленных банком в виде СМС-сообщений с номером 900. Гражданин, будучи уверенным, что разговаривает с сотрудником службы безопасности банка, сообщил реквизиты своей банковской карты и пароли, после чего неустановленное лицо, получив доступ к личному кабинету в приложении Сбербанк онлайн, оформило на имя гражданина кредит в ПАО «Сбербанк» на общую сумму более 200 тысяч рублей. В тот же день неустановленное лицо путем обмана убедило гражданина снять денежные средства со счета своей банковской карты и перечислить их на счет другой банковской карты, открытой в ПАО «Совкомбанк» через устройство «Банкомат». В результате преступных умышленных действий неустановленное лицо причинило гражданину значительный имущественный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Отдел МВД России по городу Канашу объявляет набор граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на имеющиеся вакантные должности. Принятые на службу обеспечиваются денежным довольствием высшей средней заработной платы по Чувашской Республике, оплатой больничных листов 100%, основной отпуск 40 календарных дней и дополнительные отпуска до 24 календарных дней. Обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, ежемесячной выплатой денежной компенсации за наем жилых помещений. Срок службы для назначения пенсии 20 лет. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, кабинет 306, телефон 3 67 92. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова.